Работу найти для безработного много времени не надо. Главное, чтобы было желание. Работа есть, но не все хотят трудиться, рассказывают в Центре занятости. Сейчас Центр предлагает 71 вакансию, в том числе и за пределами региона. Профессии самые разные. Они подходят для людей с высшим образованием и тем, у кого диплома нет. Такие вакансии это по линии Минздрава, это ООО «Хамхи», частное предприятие, это там в основном разнорабочие водители и 2 торговых менеджера. Это по фасовке сахара им нужны порядка 40 человек разнорабочих. Также на сегодняшний день у нас есть обувной цех Филиджипеле, там тоже требуется порядка 10 швей. Претендовать на эти же вакансии могут все, кто стоит на учете Центра в поисках работы. Их около 4800 человек. Из них больше 3500 получают пособие по безработице. Минимальный размер 1500, 1500 рублей. В течение 12 месяцев человек может получать только 3 месяца. Это в итоге получается 4500. Максимальный размер пособия по безработице зависит от средней заработной платы этого безработного гражданина по последнему месту работы. За год организация трудоустроила 749 человек, из них 600 по направлению Центра. Большая часть в новые детсады региона, а вот остальные уже самозанятые. Были поданы вакансии, это в Филиджипеле было трудоустроено где-то порядка 7 человек. 4 бра тоже были трудоустроены, это швейное объединение в Алюрте. ООО «Стрит Медиа» это графический дизайнер, им нужен был порядка 33 человек, они тоже у нас приняли на работу. По сравнению с прошлым годом количество безработных снизилось ровно наполовину. Самые востребованные профессии за пределами Ингушетии – строительные. Это сварщики, бурильщики, монтажники. Чтобы встать на учет в Центре занятости, нужен стандартный пакет документов, подлинность которых проверяют через соответствующие ведомства. В Центре занятости есть возможность переобучиться и получить профессию в рамках федерального проекта. Это 369-е постановление. Обучение по той или иной другой специальности. Это в основном РАНХИКС, Российская академия народного хозяйства, Ставропольский государственный университет и Томская академия. Все эти курсы проводятся дистанционно. Средняя зарплата не ниже МРОТ в районе 12 700 рублей. Обратиться в Центр занятости можно лишь дистанционно через портал «Работа России». При этом можно обозначить желаемые условия, например, размер заработной платы и социальный пакет, который может предложить работодатель. Хава Газикова, Магомед Даскиев. Новости 24.